Денис там ниже. Отсюда начинали мы рыбачить. Вот наша палатка, пробные лунки, прикормка и одна удочка. В течение часа уже я туда-сюда хожу. 4, так, 5, так, 3, 4, в 5 местах уже пробуем, рыбачим. И в течение часа ни одной поклевки, ребята, даже ни одного подхода. Везде вот так я наставил удочки, пробные удочки. Одна лунка для прикормки, прикармливаю, удочку поставил и дальше пошел. Как бы таким способом я ищу рыбу, стараюсь найти. Но, к сожалению, сегодня рыбалка пока не клюет. Вторая рыбалка на этом месте уже почему-то бесклёвье, полное бесклёвье. Вот здесь также тишина. И тут последнее место. Дальше уже мелководье начинается, там, не знаю, глубина. Ну не глубоко там порог такой. Здесь где-то 2 метра на этом месте, ну 1,50 м. Там вообще глубоко. И здесь мелководье начинается. И течение. Не знаю почему так не клюет. И вот совсем рядом у меня уже чучела. Так. Ты смотрите. О боже, надеюсь видно, сколько пуль там. Вот это настреляли, ребят, там уже на мои чучела. Сейчас, буквально 10 минут назад, Буран здесь поднимался. Ну, вдвоем поднимались по этой дороге. И говорит, косачей не видел? Спрашивает меня. Говорю, видел? Вон, говорит, сидят. Я говорю, вон сидят. А он так, тоже знакомый. Говорит, я, если без тебя и заметил, сразу, говорит, выстрелил бы. Сейчас сходим, давайте поближе, я еще поснимаю пульки. И дай, говорит, один раз я выстрелю туда. Я ему отвечаю, ты не попадешь все равно. А у него карабин Вепрь, самый длинный ствол. Ну, короче, уговорил, чтобы он не стрелял. Здесь снег тоже на берегу очень глубокий. Без лыж вообще тяжело ходить. Ну вот, знакомый 5 раз выстрелил. 6-й раз в куст. В кусте, говорит, березы выстрелил. Ну, как-то шуганул, типа. По пояс снега. Намело как-то. Сейчас посмотреть, какие калибры там. Но этот что-то не очень сидит. Сейчас, ну-ка приблизим. Чучела работают. Многие ведутся. Так. Сейчас. О. Из карабина, из мелкашки в шею попадание, в грудь. Так. Но хороший результат. Куча такая хорошая. Настрелялись. Я думал, не будут замечать, а ну пока один человек мне только сказал, что стрелял 5 раз. А кроме него очень много выстрелов было. Вот эта куча хорошая. О, как ложились пули. Это уже подранки. О. Так, вторая чучела. Вторая чучела без пули. Без ничего. И третий там еще. Но третий вот уже с другого ракурса, если увидят. Тоже без выстрела, без пули. В одну
В одну чучело только стреляли, видно. Вот и в этого. Но ему, конечно, долбали. Прилично. Ага, ну да ладно. Пусть стреляют. Я говорю, сейчас живой цели нету. Только вот в моей чучела и остается стрелять. Ну сейчас, конечно, мою тропинку увидят там. И поймут, что чучела там висят. А так они очень даже похожи на натуральные косачей. Ага. Наверное, я сниму отсюда удочки, все. В течение часа ни одной поклевки, это уже хреново. Если ельцы есть, они в течение 15 минут уже. Хоть одного напоймаешь. А тут уже час мы потеряли. И ни одной поклевкой. Я не знаю, что дальше делать. В какую сторону уже идти рыбачить. Сейчас будем думать. Вот так вот. Ну что, где-то 2 часа уже мы на льду. Примерно так говорил, но не засекал. Пришли оттуда, буран здесь стоит. Начинали отсюда. Верховье подниматься, 4 лунки делал, ничего не поймали. И сейчас уже от первой лунки уже вниз пошли. Вниз пошли, также пробные лунки тут. Денис у меня ниже там на перекате сидит. Ну как там, перекат, большое течение. И ну, хариус там пару штук всегда. Всегда там бывает там по несколько штук держатся. И думаю, наверное, уже надо закругляться с этой рыбалкой. С местом не угадали, видно, мы сегодня. Хотя погода сегодня самая отличная. Сейчас чуть-чуть ветерок, снег идет. Ну, для ельца это самое то. Но, к сожалению, рыба не клюет. Видно, на этом повороте в этом году их нету. Где-то они есть, но где, надо искать, найти. Может, выше на поворот надо идти, может, на 2 поворота выше. Надо искать. Но сейчас, наверное, мы съездим обратно на избушку. На избушку я Дениса там оставлю и сам на лыжах, наверное, схожу, капканы по-быстрому проверю. И вечером, может быть, еще где-нибудь попробуем порыбачить. А сейчас уже все, будем собираться. Стався відлали, нен? Давай од'єш акаям. Сейчас несколько, там 5 лунок тоже пробных просверлил, пускай попробует все лунки. И там большое течение, мощное течение там, яма. А здесь глубина подо льдом где-то метр, наверное. Ну, я не знаю, не прет пока, ни хрена не клюет. Не клюет. Ничего с этим не поделаешь. Вот такие дела. Был фильм «Самая высокая гора». Эверест, наверное, помнится. Как там поднимаются люди, многие погибают. И вот я буквально там, высота этого подъема 15 метров, и столько сил отбирает, отнимает. А там и недостаточно кислорода, подъем такой, ущелины, шаг влево, и ты в пропасть падаешь. Конечно, люди рискуют своей жизнью. Я не знаю ради чего. И я не знаю, почему я это уже рассказал. Просто вот сейчас такой подъем, и тяжело подниматься. А альпинисты поднимаются 8000 метров на Эвересте. Подъем. Это такая высота. Мощно. Там ветер такой, и я не знаю, что добавить. Я, короче, все, приехал.
Я на горе. И не знаю, как дойдешь, нет. Прошло 2 часа, все еще дымит. Не знаю, как там в избушке, тепло нет. Так. Тепло. Тяга сейчас откроем, сейчас тяга пойдет. Ну, остатки дров еще. Море. Надо закинем. Так что 2 часа и еще половина печки дров там. Сейчас конкретно затопим. Дениса я оставлю и пускай кипятит чай. Я пока в тайгу схожу. Вот и все. Короче, промазал, он там вездеход проехал. Вон, так, чуть-чуть. Не ожидал, что там выедет. Вон, короче, видно, как едет он. Я думал, чуть-чуть ниже. Ждал, когда когда я его увижу, а он проскочил чуть в стороне. Короче, наши местные проехали на вездеходе по дороге в Верховье. Ну, примерно где-то километров 50-60, наверное, поднимаются. Кто на буране, кто на вездеходе. Так, а я уже на лыжах, ребят. Сейчас пообедали, нагрели кашки там, покушали, и пока не стемнело, уже как бы время обеда. Как сказать, первый час. До темна еще пару часов осталось. И смотрите, какая горка, и с легкостью я на лыжах поднялся. А у меня под этими лыжами камус, ну, на сантиметров 5 шириной только прибито, и все. Полностью я не прибивал. И такие вот мелкие горки с легкостью можно подниматься. Ну, только если когда уже снег тает, бывает от весенняя погода, уже снег тает, заморозки, нижний слой сухой снег, верхний сырой, и тогда прилипает к лыжам снег. А так, вот скажем, зимой самое то, легкие лыжи, камус там держит. Так, ну что тут? Нашу буранницу проехали. Короче, вот следы. Там станки тоже
тащит за собой, видно. И так едут. Эх, по дороге. Ладно, сейчас в тайгу зайдем. Посмотрим, какие следы появились или нет. Куницы или еще какие зверьки. Все я буду снимать, показывать. Пока аккумулятор не сядет. Третий раз уже здесь я прохожу этот сезон. Заснежено все. Идти тяжело. Вот смотрите, как глубоко проваливаешься. И в одиночку, я думаю, не знаю, километров 10 от силы максимум. Все, больше не пройдешь. Устанешь. Но если деваться некуда, конечно, дальше под елкой не останешься. Потихоньку придется идти. Но идти очень тяжело. Очень тяжело. Один след куницы, да, куницы видел, но уже старый след. Но еще, как-то можно еще. Ну, видно, в общем, что куница пробежала. Фу. Вот так, потихоньку придется тоже круг сделать, капкан проверим и обратно на избу также. Тут тоже с деревьев что-то выпало. Так. Что в тайге, что на пустыре все одинаково проваливаешься. Не держит. Нигде пока не держит снег. Так. Вон сухостой. Ну, валежник это есть сухостой. Сухостой и валежник. В общем, разница большая. На одном из моих видео, на проход Заречье было, я затронул тему вот про этих валежников. Ну, еще хочу добавить, вот, идешь по тайге, и на каждом 100 метров, 50 метров, 20 метров, вот такие кучи, не одна штука, а кучами лежит вот этого валежника, который уже все гниет. Он никому не нужен. И государство сейчас тоже разрешил брать этот лес народу. Но пилить ничего нельзя. Надо руками и ногами давать этот лес, который вон лежит. Пусть пилят, рубят, вывозят. Народ пусть заготавливает дрова. Они думают, что с этим валежником этот народ будет богатым, или я не знаю, чем они думают, правительство. Но я работал раньше в лесу, и мы рубили лес. Уже все, делянку вырубили. Каждую неделю мы убирали эту делянку волока. И, скажем, уже какие-то остатки леса, которые вырублены, на трактор не вытащил. Или просто вот такой валежник. Мы пилили по правилам лесорубов, пилили на 2 метра, 1,5 метра, куски такие делали и отодвигали друг от друга. Вот, скажем, бревна лежит, спилили и друг от друга отодвигали хотя бы на полметра, чтобы спутник заснял и видно, что дерево спилено на куски. Здесь то же самое, но вот я не знаю, какая роль играет. Вот, дерево спилено на 2 метра. И так грызуны эти вот короеды, чтобы не развелось этих короедов и еще каких-то жуков. Так мы пилили, отодвигали друг от друга. А смотрите, вот лес набит этими валежниками. Здесь, болезнь древесины, скажем. Жуки, паразиты, все тоже есть. Лесхоз борется с этим. Дали бы
народу этот лес нормально пилили, но вот не будут они, скажем, свежий лес пилить, а вот именно вот такие валежники пусть пилят, вывозят. И также, вот скажем, если от села там 100 метров пошел, срубил, спилил, перенес к своему дому, а лес, тайга, весь набит этими валежниками, и, ну, бесплатно лежит этот лес, вон, гниет. Но человеку, чтобы отсюда, скажем, из тайги вывезти, надо трактор. Тракторов нету, солярки дорогие, на буране, буран обжора. Так что, ну, простой человек никак не разбогатеет этими валежниками. Никогда. И если дадут, человек спилит, если сможет, вывезет, вытащит с лесу. И лесхоз даже, думаю, скажет спасибо, что чистят лес от сухостоя, от этих сухих валежников, от пожаров, от несчастных случаев. Не знаю, неправильно все делается у нас в России. И вот следы, ребята. Следы лоща. Видели? Вон. Ходили туда-сюда. Не знаю, в какую сторону они пошли. Вот такие дела. Я болтаю, иду. Вон по пустырю туда или туда обратно пошли. Короче, шагают, ходят. Вот так, в прошлый раз приходили, ни одного следа не было, а сейчас уже появились. Ну, сейчас уже охота на лосей закрыта. В конце января, как закрыли все, лицензии, хоть ты с лицензией, без лицензии уже полный запрет. Если поймают, гиблое дело. Все, штраф 500 с лишним тысяч рублей с конфискацией. Вот такие дела. Так что бывает, не захочешь это мясо лосятины. Опа. Но у нас охота еще открыта до 28 февраля. 28 февраля, ну, на пернатых. И я сейчас иду, даже ружья у меня с собой нет. Вот, как, я не знаю, как показать. Ружья нету. Ну, вот от привады там. Да и тоже пустой. Для капканов. Все. Вот, смотрите. Без ружья пошел, потому что стрелять нечего. А с сахатами связываться как-то не хочется. Но одно радует, что хоть след какой-то за... Сегодня уже первый след на дороге, переход видели. А сейчас уже в тайге второй след. Вот такие делишки, ребята. Не надо за 100 километров куда-то ходить. Ну и по сенокосу там в прошлый раз тоже на лугах там видно ходил. Одиночный лось тоже. Ну да ладно, пускай бегают. А мы дальше вон этих вон, сколько этих валежников. Ох. Никто отсюда не вывозит никогда. Изгниют тут вековые валежники. Никто сюда не приедет. Думаю, что украдут у государства, продадут этот гнилой лес и разбогатеют. Вот так вот. Ну ладно, сейчас дальше пойдем. Иду по своему зачесу. Так. Ну вот зачес старый уже у меня. Он второй. И параллельно, вон, смотрите, ребята, следы лоща. Уже третий раз пересекаю эту тропинку. Там не меньше 3 штук. Я смотрю, ой, это наверное ставлю эту посуду, все равно здесь я буду обратно идти. Здесь тупиковая такая тропинка. Капка на 4, наверное, стоит. Ну пока тишина, ни одного куницы не попалось, ничего.
Ну, сейчас еще поснимаю. Вот, смотрите. Даже непонятно, в какую сторону. Я там проверил. Или туда-сюда обратно они ходили как-то. Ну, вот. Но походу вон туда пошли они. Здесь все мягкое. Да-да-да, вот туда пошли они. Вон туда. Значит, они в сторону реки куда-то ушли. Опа. Что-то у меня ремень спадает. Слишком слабо. Надел. Тяжело ходить. Тяжело. Спотел ужасно уже. Но я обратно пойду к своему зацепу, чтобы не терять. И такая история у меня была. С верхней избушки как-то капканы стояли на путике, где я проезжал на буране. И, короче, поднимался я на другую избу, совсем на другую охотничью избу на буране. Бураница моя свежая. И от бураницы до капкана где-то метров 20. Ну, я от бурана там пешком. Прям пешком не сходил, проверил. Дальше поехал. И так все капканы. И когда обратно уже спускался на буране, переход свежий. Вот буквально там час назад прошли лоси. Лоси прошли. И тропинка так, у них такие следы. Пересекли мою бураницу и увидели мои следы, ну, по которым я без лыж, без ничего от бурана до капкана прошел. И по лыжне, по самой тропинке моей зачесы идут. И вон мой зачес. Короче, строго на восход они идут. С западной стороны на восход пошли. И лоси, короче, увидели мои следы. И, знаете, они так остановились. И видно, как морда уткнулась в мой след. И, короче, они что-то там тоже определяют как-то вот своим нюхом, чьи вот эти следы. Но вот на лыжне лыжня остается. А когда ты пешком, такие, ну, вот как эти следы. И они нюхтят там, определяют что-то вот. Кто-то зверь, свои братья прошли, или же охотник там без лыж. Факт, что не в сторону они прыгнули от моих следов, а именно вот нюхтили что-то там. По запаху определяют, может. Вот так вот. Но это проходные. Здесь кормовой базы для них нет. Но здесь вот березы, штучные экземплярчики есть. Но основная база кормовая отсюда далеко. Может быть, и где-то остановятся там. Всякое может быть. Но снег для них позволяет еще ходить. Может, от волка где-то откуда-то выгнали их. Они, короче, еще 20-30 километров только так могут переход делать. Это запросто. Охотнику по такому снегу, смотрите, не разгонишься. Тихонько приходится так идти. Вот так вот.